Тере. Здравствуйте. Мы начинаем. Значит, меня зовут Антон Апостол. Это настоящая фамилия. Иногда думаю, что это ник. Вот. Фамилия молдавская. Вот, я наполовину русский, наполовину молдаванин. У меня тут был паспорт, благодаря чему я и смог сюда приехать. Вот. Я являюсь основателем и совладельцем панк-этнографического лейбла Антоновка Рекордс, который, опять же, по понятным причинам, сейчас у нас приписан к Кишиневу. Название взял на сегодняшнюю лекцию от Балтики до Байкала, потому что действительно записи, которые я сегодня представлю, они сделаны прям реально от Балтики до Байкала. Всего наш лейбл издал сейчас около 150 альбомов, и вот тут на картинке те из них, которые именно от финно-угорских народов, и сейчас мы по каждому по них пройдем и коротко я расскажу и покажу там либо видосик, либо аудио. И вот это и будет наша сегодняшняя лекция. Вот поэтому тут уже останавливаться не будем, а сразу пойдем давайте к первому альбому. Это группа Таломеркит из Питера, если точнее говорить, то из Ленобласти, там они приезжают из разных мест. Вот. И вот финны-ингермаланцы там и тут и живут. И вот это, как бы скажем так, их питерская сторона. Вот ансамбль Таломеркит. Таломеркит слово обозначает это вот знаки, резьба, как вот на домах финно-угорского населения вот этого региона, свои там рода обозначало. Песни они поют разные, но просто вот это альбом конкретно музыки ингерманских финнов. А в самом ансамбле у них получается 3 финки, 2 русских, 1 ижорец и 1 эстонка. Вепс, значит, идем теперь на правое крыло Ленинградской бабочки, оно вепское. Вот Подпорожье, это Подпорожский район в основном, плюс они там достаточно широко расселены, просто их не так много, да, но вепсы живут и вот на восток от Подпорожья в Вологодской области и на север в Карелии. И даже там немножко они различаются между собой. Вот, первый, значит, альбом это из 2 деревень Ладва и Курба от Подпорожского района. Вот ансамбль деревни Ладва, песня «Анда падна все ты татой», «Отец замуж дает». Давайте включим. Анда все ты татой, и брендага милы, и меня святый татой, и брендага милы. Ведь я тебе пошмагам, анда банда святый татой, и брендага милы. Значит, второй альбом от Галины Локина, у нее достаточно интересная судьба, она связана со всеми 3 этими регионами. Она родилась в Вологодской области, в Вепском селе, куда не было даже дороги, то есть только тропы. Сейчас ей лет, наверное, там где-то между 60 и 70, значит, не прям, то есть, не то, что не прям, вообще еще не старая. Вот. То есть она уже вообще в таком селе, куда не было дороги. А потом, когда она была там в ваших классах школы, их укрупняли и перевезли как раз в Ленинградскую область, там они просто рядом, уже в более цивилизованное село, называется Немжа, как раз альбом так назвал. Приехали машины, но как они как-то по зимнику по реке приехали, значит, вывозить. Она первый раз в жизни увидела машины, и они с девочками испугались, побежали. Вот. Потом она жила в Немже долго, сейчас там как бы у нее родительский дом остался, приезжает летом, а сама живет в Петрозаводске. Вот они как бы со всеми 3 этими регионами связь. Давайте следующую, значит, песня. Я сегодня в чужой деревне была, милого дом увидала. Деревянный дом стоит на высокой горе, его лодка плывет внизу по реке. Окна дома смотрят на южную сторону, коровы, лошади вечером приходят на двор. Ты выращиваешь горох, овес, пшеницу. Тяжелой работой много денег зарабатываешь. Какой ты богатый жених. Не возьмешь ли ты меня замуж? Миннатям бивер раскюляске в делиме, и жандаудом пертень хомайчи. Пуйни тогда сижу в кортоме гудел, я на венах пую огос ее гудел. Пертинник над кастасюрье полие, ведьма хебо туда свитал там хазе.
Ємнат каврат ніжу ціна казвата, дрьому раду, день боділує сеян сад. После вепсов логично перейти к карелам. Вот, тем более, что Галина живет в Петрозаводске. И карельские записи у нас тоже есть. Ну, конечно, я буду те записи показывать, которые у нас есть. Да? Вот, например, ижорских нету пока, поэтому я их не показываю. Но надеюсь, что будут. Вот. Инструмент, вы его знаете, йохикко. У эстонцев есть свой вариант, он чуть по-другому выглядит, но схожий. Вот, форма немножко другая у него, но и суть та же. То есть это действительно как кантель, но типа смычков. Вот. Сейчас видосик будет, увидите. Трое музыкантов, Сандер, Александр Добрынин, Егор Масальцев и Ольга Плеханова. Из них двое карелы, один русский, но живет в Петрозаводске. Так, дальше такие редкие люди – это тверские карелы. Это один из… У карелов есть просто карелы, есть ливики, людики и тверские. Они около 300 лет назад переселились в Тверскую область, когда были войны со шведами. Вот часть карелов туда ушла. Живут они там в 4 районах, но вот основной район Лихославский, вот он тут отмечен. Ну и там еще 3 района вокруг. Их, конечно, тоже немного осталось. Но Лихославский тут отмечен, потому что записи все были сделаны в Лихославском районе. Вот у них там некий сейчас ренессанс есть, там молодежь учит язык, поют они, даже какой-то клуб языковой там ходят, на нем говорят. И даже до сих пор есть люди, которым, ну, скажем так, тоже еще не сильно старые, и которым язык родной. То есть, например, там мужчина был один, ему вот, кажется, тот год исполнилось 60 лет, то есть совсем не старый. И он говорит, мне, говорит, карельский язык родной, а я, говорит, по-русски я только научился, там, где-то лет в 6 нормально говорить, когда в больницу попал. То есть она все было по-русски. Что-то у них там еще есть. Вот, и будет сейчас мелодия ансамбля из музыкальной школы на кантеле, просто карельская свадебная мелодия. Дальше вернемся немножко к Петрозаводск. Там у них есть кафедра финно-угорской музыки, и при ней очень хороший ансамбль, именно аутентичный шулдер называется. Он смешанный, он марийско-удмуртско-коми. Там, по иронии судьбы, карелов у них, ну, по крайней мере, на тот момент в составе не было, хотя Петрозаводск, ну, там какая-то кафедра. Но карельская материал у них тоже есть в их репертуаре. Вот, он смешанный. Руководитель у них Марика. И, значит, смотрим следующий видос. Это удмуртская свадебная песня. Вот эти удмурты, которые называются бисермяне, то есть их иногда в отдельный народ выделяют. И, собственно, как один из вариантов, почему-то название бисермяне, оно коренное слово бусурмане. Да? То есть, бусурмане, как мусульмане, то есть какие-то внешние левые чуваки, там, которых мы боимся. Вот там какая-то связь была, что вот есть вариант, что тем же названием назвали вот и их. Они как-то были там с татарами, чуть-чуть смешанные, что вот в этом роде. То ли они входили в состав ханства, когда другие не входили, в общем, там сложная история. Ну, бисермяне называются. И вот эта запись, единственная, это запись 91 года, бисермянской песни, гостевой, год Ющуйско. Сделана была вот Сашей Ювиновым с этого лейбла, потом они публиковали вот эти записи. И на пластинка была еще, по-моему, даже мелодию успела выйти, и диски, ну, они там были в разных комбинации песен. Вот в итоге мы вот все песни их собрали, сделали вот электронный альбом. Вот, значит, бисермяне. Сейчас там еще, конечно, поют, но уже не так. Вот вы сейчас сами услышите архаичность.
И теперь, значит, Республика Марий-Эл. Там есть такая скрипачка Татьяна Ельбердова. Она Марийка, родилась там, но сейчас живет, правда, уже не там, а в Псковской области, в Великих Луках. Вот. И она профессиональная скрипачка, классической музыки преподает, и она еще взяла и восстановила марийскую и традиционную скрипичную музыку, потому что до наших дней она не дошла, но остались записи. И вот она по этим записям, ее просто на слух, да, слушала, изучала, брала мелодии, которые сейчас остались, но которые со скрипки перешли там на гармошку, и вот все это восстановила, и она причем играет именно, не в классической, а именно в народной манере. Она даже говорит, вот меня, говорит, просили ноты записать, кто-то там сыграть. Я говорю, ну я написала ноты, но я вижу, что это не то, да, то есть, когда вот по нотам как играешь, это звучит по-другому. А это вот другая манера игры. Вот, значит, свадебная тоже мелодия, как была у Муртов, волжских марийцев. Марийцы горные. Вот как раз Субэтнос, кто до этого у нас беседмяне были, Тверские Карелы, да, Субэтнос, сейчас вот горные марийцы. Ну, город там вроде бы нет, но там холмы у них есть, но это ладно. А там просто дело в том, что они относительно основной Марий-Эл живут с другой стороны Волги, где высокий берег. И он там настолько высокий, что действительно снизу как горы выглядит. Вот, и поэтому они называются горные. Песня «Лад-лад-ладжи», кря-кря уточка, Зинаида Игнатьева и Арсений Яйцов. Следующий слайд давайте. Вот тут как раз у них задник, да, ВДК, как раз вот на нем вот этот высокий берег нарисован, где они живут. Значит, начать надо с такого известного финско-российского, потому что тогда была еще Российская империя, этнографа, Армасот Весенин, он был, то есть, финном Российской империи, да? И он собирал еще на валике, тогда только на валике восковые еще записи делали, другой технологии не было. Вот он ездил по России и собирал записи в большой степени именно финно-угорских народов. И вот он в Самарской области, тогда была, соответственно, губерния, записал Марту Эрзе мелодию на скрипке. Ну, они, мелодии, в общем-то, общие, и у русских были такие же, там, и у чуваш, и у Мартовой, но сам он записывал конкретно Мартову. Вот. Эти валики остались в Финляндии, потом они их сформовали, и 3 скрипачки, вот две из Питера, это София Балуева и София Фазарахман, ну, знаешь, конечно, тоже, да? Вот. Ну и вот Татьяна, уже вышеупомянутая, они просто эти мелодии тоже на слух сыграли. Вот, сейчас послушаем одну из них, это «Чижик-пыжик». Но в самой Мордовии мы, кстати, не записывали, а она по карте, если смотреть, находится примерно посередине между вот, выделенной Самарской областью и Москвой. Вот. Но как раз дальше у нас мордовские песни будут, но еще из более дальних мест. Вот. Значит, Башкортостан, то есть он еще дальше, чем Самара, получается. И там тоже республика достаточно многонациональная, и вот в том числе есть у них Мордва, вот такой замечательный ансамбль «Вастрома» из села Осадовка. Песня Кирилл Мария, а это имя девушки, то есть по-русски это Маша Кириллова получается. Come on.
И вот, значит, опять мордва, эрзя, еще далее на восток живущая, Оренбургская область, ну, они живут в ее западной части, то есть так тоже к Волге поближе. Два ансамбля. Килейне и Лейне. Они из двух разных районов, Беляевского, Абдулинского, но между собой там далеко. Значит, песня, вот ансамбль Килейне, это песня Васюта, это Вася, Васек. Вот и ансамбль Левина из села Малый Сурмет. Там наш видосик, Миньку Мальки Марто, песня «Мы иску мы вдвоем». И у нас уже предпоследняя точка, самая дальняя от Эстонии. Вот мы видим, да, уже настолько карта растянулась. Иркутская область. Я ее все обозначил, она, конечно, большая, но там на самом деле два маленьких соседних района. Просто если бы я районы нарисовал, было бы совсем мелко. Там есть сибирские вепсы. Вот. Там на самом деле много кого есть, в Сибири вообще всех есть. Вы же сами знаете прекрасно, что там эстонцев много, да, и вот. Но вот пока нам случилось с вепсами там встретиться, эстонцы тоже, конечно, надеемся, Сету, там еще Сету отдельно в Красноярском крае, но вот в будущем план так и есть. Вот, а это вепсы. Значит, то есть их и так-то мало, тут они еще как и в Сибири оказались. Значит, как рассказывали, что туда выехало несколько семей во время войны вот, из Ленобласти. Но потом, вроде как я погуглил, еще были там вроде бы еще и столыпинские переселенцы, тоже вепсы. Ну, то есть, скажем так, какая-то история у них там есть, и вот такие места, которые по радиоревению можно назвать вепскими, там есть. Два района, но они прям совсем рядом, там Романенкино, вот основная деревня, и Маниловская. Вот Маниловская, вот эта снизу женщина, которая Марина Строкова, вот у нее дедушка и бабушка прям были реальные вепсы из-под Тихона, откуда-то из Ленобласти. Вот. И она, как она там все пару песен спела, но вот реально она их помнила от бабушки. Вот. А у второй дуэт, значит, Армас, это женщина из Романенкина, и они у одной я даже не помню, какая связь с вепсами, а второй муж вепс. Вот, вот, кто приехали. То есть там, конечно, уже чистых никого не осталось, язык никто не знает, но они открыли большой культурный центр, и вот какую-то культуру возрождают, что-то поют, там пекут эти калитки вепские, то есть на праздники всякие ходят. Мама жива, те же не любском лигин, мургец мегане, лифтукене, оли синя террас, а скучовин синя мадни тегин хиня кебняс, лифтукене, оли синя террас, а скучовин синя мадни. Уже вот мы практически сделали полный круг, получается. Но вот осталась у нас последняя точка. Мы говорили про финские народы, да, ведь, по-моему, даже вся Мордва, она все равно к финской половине, как будто. Финно-угры, да, к финской половине относятся, хоть и далеко, но туда. А есть и угры, да, вот угры это венгры и ханты-манси. Вот, и венгров вот, нам тоже посчастливилось записать, причем тоже, как мы любим, не в их республике, а как бы внешне, да, это конкретно воеводина Сербия. То, что, ну, Венгрия, она предельная, и венгры там второй по количеству народ после, соответственно, сербов, там их много. Вот, тоже будет отрывок, у них очень, вот это ансамбль, они играют обычно там танцевальные вот эти вот, как бы сеты, там одна песня минут на 10-15, просто на один ритм мне поют разные песни подряд, под танцы. Вот просто будет кусочек. Там есть сам называется Угрошок, ну, просто песня под него.
Ну вот, если обратили внимание, у них на контрабасе 3 струны, да, то есть они реально жирные, то есть это прям такой, ну, тоже аутентика. А мужик сам, контрабасист, у него работа, он кроет соломенные крыши. То есть там, ну, знаете, какие-то вот рестораны какие-то построили, да, есть работа по всей Сербии, ездят, фигачат эти крыши. Вот, ну, скрипка у них была, брач, это типа альт, и вот это 3 струны контрабас, и юхико тоже типа 3 струны, отсюда можно сделать вывод, что финограмм 4-я струна не нужна, им 3 хватает.